К 2030 году производство сжиженного природного газа в арктической зоне России должно вырасти втрое – до 64 миллионов тонн в год. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сегодня заявил президент России Владимир Путин. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России. В Коми тем временем планируется построить заводы по сжижению природного газа. Инвестпроект на территории региона реализует ООО «Газпром СПГ Технологии». Сегодня на полях Восточного экономического форума глава республики Владимир Уйба и председатель Совета директоров компании Алексей Кахидзе подписали соглашение о сотрудничестве. Новые производства будут созданы в Сыктывкаре и в районе Ухты. Мощность каждого завода составит 3 тонны сжиженного природного газа в час. Для строительства таких комплексов на территории республики имеются необходимые условия. Это наличие магистральных газопроводов, компрессорных станций в непосредственной близости от железнодорожных станций, наличие потенциальных потребителей, промышленных, автотранспортных предприятий, а также потребителей бытового газа в отдаленных населенных пунктах республики. Это взаимовыгодный проект. Компания «Газпром» сможет увеличить рынок сбыта произведенного топлива, а республика повысит эффективность и безопасность систем энергоснабжения. Также на Восточном экономическом форуме глава Коми сегодня подписал соглашение с председателем Совета директоров ФЕСКО Андреем Севериловым. Суть соглашения – строительство грузового контейнерного терминала в Микуне. Как отметил Владимир Уйба, для республики решение вопросов транспортно-логистического развития имеет стратегическое значение. ФЕСКО и региональное правительство проработают оптимальные транспортные схемы для доставки продукции предприятий Коми как внутри России, так и за ее пределы с использованием активов и мощностей группы. Это развитая сеть морских железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовая и терминальная инфраструктура.